Испытано на себе. Сегодня нам предстоит познакомиться, наверное, с самым экологичным и оздоровительным видом туризма, а именно пешим туризмом. Расположение города Якутска в долине Туймада имеет замечательный потенциал для развития пешего туризма. Здесь можно совсем недалеко от города осуществлять прогулки на природе, по сопкам, наблюдая с одной стороны за городским пейзажем, а с другой находиться в диком лесу и наслаждаться свежим воздухом. Приятно осознавать, что в эпоху урбанизации и неподвижного образа жизни, продиктованного условиями городской среды, можно просто развеяться и пройтись пешком на природе, совсем недалеко от постоянного места жительства. Испытано на себе. Ну, мы сейчас, в общем говоря, встретились с организаторами нашего пешего прохода и в данный момент направляемся пока еще на машине от Царства Вечной Мерзлоты, от стоянки Царства Вечной Мерзлоты до Лысой горы. Под Лысой горой ребята понимают сопку, часть Чучур-Мырана, которая расположена посередине между Вилюйским трактом и птицефабрикой. Здесь начнется наш пеший поход. Будем подниматься вверх на сопку. Будет, надеюсь, очень интересно. Посмотрим, узнаем, поговорим с людьми, которые занимаются непосредственно организацией данного мероприятия. Испытано на себе. Так начинается наше путешествие, подъем на сопку. Вот мы пешей прогулкой, в общем говоря, легким шагом идем наверх. Пойдем. Идем мы уже по натоптанной тропинке, то есть до нас здесь уже кто-то проходил. Имеется в виду, эти пешие маршруты работают. Как видим, это все-таки не звериная тропа, это именно следы, оставленные человеком. Ну вот мы по этой тропиночке идем. Давайте догонять группу. Любимое развлечение зимнее туристов — это якутский салют. Берешь с собой кипяток в термосе. Вот, и когда больше 40 градусов, сегодня, наверное, не получится, сегодня не так, в принципе, холодно. У меня в термосе чай есть, можно попробовать. Можно пробовать. У нас тоже есть с собой кипяток. Наливаешь в кружку и вот так вот кидаешь, и над тобой получается. Все понял. Замерзает на ходу вода, и получается, как бы такой ледяной дождь. Попробуем. Надо. Итак, продолжается наш пеший поход. Мы сейчас поднимаемся в сопку. Немаловажным оказывается то, что необходимо иметь определенную физическую подготовку для того, чтобы заниматься пешим туризмом. Понятно, что это делается все спокойно, то есть в умеренном темпе. Нагрузка определенная все равно есть. И желательно перед тем, как начать заниматься пешим туризмом именно на сопках, немножко пройти какую-то физподготовку, хотя бы потренироваться, делать зарядку по утрам. Испытано на себе. План нашего туристического маршрута включал в себя посещение учебного полигона на сопке Чучур-Мыран, на котором в данный момент происходило учебно-практическое занятие по строительству снежных домиков иглу. Подключайтесь. Mana kena tak? Mana kena juga?
Манна, манна. Вот так выглядит зимний хоровод в Якутии. В минус 40 во время строительства иглу. Во время строительства иглу, чтобы согреться, люди делают хоровод. Тем самым, Не только вытаптывают. согреться, да? Самая главная цель утрамбовать надо снег, чтобы плотные блоки получились. Ну вот видите, да, то есть в данный момент полезное с приятным. Согреваемся, радуемся. Самое Еще и лучшее утрамбовываем средство снег. от холода это что? Движение. Зимой в горах высокогорье холодно, в палатку ночевать. Вот надо строить иглу или пеширы и там ночевать. А последние года мы постоянно строим иглу, тренируемся. И получается как бы тренировка. Быстро построить надо. Вот по ходе идем по горам, надо остановиться и сразу Сделать иглу построить и там ночевать. Потом дальше идем. Ночуем, вот последние 3 года ночевали, 5. Перемену 40, перемену 50, в прошлом году 52, что было. Ночевали. Ну вот мы остановились, в общем говоря, где строят иглу. Здесь 2 точки. То есть это на самом деле полигон испокон веков по спортивному ориентированию. Здесь учатся, как правильно подниматься в горы, спускаться. Ну, в данный момент именно идет строительство иглы. 2 точки, как видите, здесь утрамбовывают снег. И в ранней точке, ну вот, в первой точке, где останавливались, там тоже идет утрамбовка снега. Имеется точка, ну, скажем так, просто столик, стулья, здесь можно чай попить. В общем, смотрите, есть такая классная вещь, как гамаши. Когда вот такие ботинки короткие и глубокий снег, то снег может зайти в ботинок. Поэтому одеваем гамашки. Они вот застегиваются сзади, но есть которые спереди застегиваются. Они, короче, удобнее, конечно. Ну вот у нас такие. Ну да, получается резиновая муфта, замочек. Да, они все разные есть. Гамаши есть. Это вот, конечно, летние. Есть их побольше специально для зимы. Но зато вот снег сейчас ей не попадет, когда будет по сугробу. Вот и сухо, как замечательно. Что еще из экипировки вообще вот в зимнее время именно посоветуете? Снега тут мало. Ну понятно, теплая одежда, да, как шарфик, шапка, там, получается ботинки так, чтобы снег не попадал. Да, точно. Самое главное, это, конечно, чтобы ноги были в тепле и сухими. Поэтому, все равно у нас погоды экстремальные. Поэтому ботинки, понятно, что можно там до 30, например, да, всякие специализированные. А так, если свыше 40, то унты маленькие или на войлочной основе обувь с гамашами. Вот. А так в пешке, ну, конечно, в лесу очень удобно ходить, чтобы были трекинговые палки. Значит, вот трекинговая палка, она у меня вот старенькая, видавшая виды. Удобно тем, что здесь вот есть замочки. Они легко отстегиваются и можно регулировать под свой рост. Все, и закрыли. А вот рост выбирается как-то, ну, палка? Да, Как по конечно, удобству? конечно, палка должна быть так, чтобы тебе было удобно ходить. Тут, например, если ты поднимаешься в гору, ты можешь ее укоротить, потому что, естественно, подъем в гору, значит, палка должна быть чуть короче. Если спуск, то наоборот, чуть-чуть можно длиннее сделать. Если идешь по ровной местности, то так, чтобы, когда ты вот делаешь движение рукой, да, не было такого, что вот неудобно тебе было высоко, там, или наоборот низко ты бы наклонялся. А вот именно под твой рост, под свой шаг она должна помогать, не мешать. То есть, получается, в зависимости от местности, где мы идем, мы регулируем палку под Да, высоту условия палки. местности и вот под Да, и себя. под себя, и под условия места, совершенно верно. Ну,
А такая палочка, это как она правильно называется? Трекинговая? Трекинговая, да. Трекинговая палка. Трекинговая палка, да, есть еще скандинавские палки. Но они отличаются металлом. Ага. А скандинавские, они предназначены для ходьбы там по городу, ну, в пределах там городских условий, поэтому у них металл не такой жесткий. Да? А это специальные в горах ходить, камни, там какие-то жесткие условия, поэтому здесь металл покрепче. Я согласен. Ясно. А приобрести такое можно, в принципе, в интернете либо в магазине? Да. Мы туристы, ну, как бы обычно все оптом заказываем не только палки, а вообще экипировку, потому что, сами понимаете, у нас город небольшой, поэтому что-то такое найти специфическое, специализированное, в принципе, бывает сложно. Ну или это бывает там несколько экземпляров. Поэтому стараемся заказывать одежду, обувь, там, снаряжение, экипировку, все где-то на интернет-каналах. Испытано на себе. Как любой турист, даже здесь на пеший поход мы берем с собой рюкзак с необходимыми вещами. Сейчас покажем, что именно необходимо брать с собой. Мы с собой таскаем всегда вот такую вещь, туристическая сидушка называется. Ну или поджопник. Все знают, да. Ну, чтобы не сидеть на сырой земле, на мокрой земле. Ну, обязательно берем с собой сменные перчатки. Зимой обязательно, потому что, ну, да, вот снег все равно, карточки появляются такие вот снежные, знаете, да, или от того, что руки теплые, а на улице холодно. Поэтому сменные... Перчатки могут мокнуть, да? Да, сменные варежки или перчатки нужно брать с собой. Обязательно. Вот. Ну и я таскаю с собой еще такие теплые вещи, потому что бывает, что ветер там еще как-то, да? Дополнительно. Да, это можно вот такой вот собачий, кстати, пояс. Очень такая теплая, это хорошая. пояс? Это пояс собачий, да. Ее можно не только на пояс, но можно как шарф использовать. Или там ногу подвязать, да. Ну, в общем, многофункциональная вещь, да, теплая. И как головной убор можно сделать, как шарф, так, например, да, если замерз. Вот. Так и бывает. Может быть, к вечеру еще холоднее будет, возвращаться будешь, замерзнешь. Да, конечно, всегда с собой должен быть термос с горячим чаем. Потому что в таких условиях, когда ходишь, идет обезвоживание, нужно пить обязательно, ну а когда холодно, естественно, нужно пить горячий чай. Вот у туристов есть такая фишка, что все вытаскивают термоса и, получается, начинают хвалиться, у кого какой чай. Мы любим чай с травами. Травы обычно туристы сами собирают. Вы сами, да, собираете? Да, конечно. Летнее, ну, сезон. Да. В осеннее? В осеннее время, да. Когда он уже созрел. Ну вот, пробуем чай с шиповника собственного сбора, да? Сбора. Собственного приготовления, в общем. Сразу тонизирует. Ну, чай обязательно надо с собой что-нибудь взять поесть. На морозе это такое, что не надо резать, готовить, да? Что можно быстро достать и съесть. Ну, давайте сначала собачку покормим. Угощайтесь. Спасибо. Сегодня пекла с утра тепленькие горячие пирожки, да. Вот, в общем говоря, такой, это, я так понимаю, минимальный набор, да? Да, это вот для дневной пешки днем. Это не учитывать ночевку, там потом Да. Ага. Еще вы, наверное, заметили, что туристы очень любят ярко одеваться. Ну вот, допустим, зимой у меня темная одежда, да, но какой-нибудь обязательно яркий элемент должен быть, а вот, например, шапка. Ну и вот многие спрашивают, ну в чем интерес ходить зимой в поход, например, да? Нет, чтобы в выходной сидеть дома, в теплой квартире, да, смотреть телевизор, там, лежать на диване. Что прельщает? Ну, во-первых, это твое здоровье, потому что вообще ходить полезно для здоровья, да? А зимой это еще дополнительная закалка, потому что, ну, холодные температуры, если ты постоянно выходишь на улицу, да, и ходишь на морозе, то все равно закаляешься. Вот, ну, помимо того, что это здоровье, закалка, это еще и общение с такими же энтузиастами, с такими же единомышленниками, по духу близкими людьми. И ты заряжаешься энергией,
Ну, и от общения, и от того, что вот ты не один такой, есть еще какие-то группа людей, которые ты понимаешь, с которыми ты разделяешь это все. И мы радуемся и приходим потом домой, смотрим фотографии, там что-то обсуждаем. Ну, получается, знакомство, круг общения увеличивается, да? Да, Тоже однозначно, да. А так вообще в целом, как люди собираются? Есть какие-то WhatsApp-группы или что? Да, вот сейчас очень много WhatsApp-групп по интересам. Вот группа СОЛ, вот у нас, например, группа Аймахи, дальние родственники. Ну, это вот как бы один раз сходил в поход, познакомился с людьми, и вот так бывает, что вот они твои по духу. И начинаешь, ой, давайте еще сходим в поход, давайте еще, и потом вот кто-то привыкает, ты знакомый этого человека, этого, и стихийно это все, это вот не специально. И таких очень много сейчас групп, я знаю точно, и по возрастам, и по интересам, в общем. Ну, круто. Если, в общем, есть желание Да. заняться пешим туризмом, в любом случае можно будет кого-то найти, ну, то есть выйти на организаторов. Да, совершенно верно, да. Причем это все не только вот такие выходного дня туры, да, ПВД они называются, поход выходного дня, но и многодневные походы. В основном это север Мома, Аймикон, Тамбо, горы. Вот, да, с 2013 года примерно, ну, уже фактически 10 лет у меня стаж. Но мы, когда приходим на любое новое место, будь то, допустим, к реке, да, подошли, или на какую-то вершину поднялись, в гору, просто пришли в местность первый раз, да, то обязательно нужно провести, ну, обряд, ритуал, покормить духов. Вот. Ну, обычно оладушки всегда у туристов с собой. Мы когда куда-нибудь едем, первый вопрос: кто взял оладьи? Когда вы будете делать этот обряд, просто про себя говорите хорошие, добрые слова, пожелания. Хорошо? Сейчас давайте я тогда прямо сейчас, наверное, такое дело, надо покормить духов. Мне вот Саргалана вчера еще, да, по телефону мы разговаривали, сказала взять с собой небольшой рюкзак, термос. У меня, правда, конечно, чай не собственного сбора, а так принцесса Гита или что-то в этом духе. Ну и у меня матушка, приверженница, скажем так, якутских традиций, это я сам, в принципе. Сейчас мы тебя покормим И дала мне оладушки, сказала: Сергей год, что означает покорми свою землю. Оладушку я делю на 3 части. Ну вот таким образом, в общем говоря, положил оладушки, немножко на 3 кусочка разделил. Может быть, какие-то животные даже покушают. Испытано на себе. Иглы — это жилье эскимосов. Они там на севере Канады, Северной Америки же ничего нет, дерева, ничего, дома-то из чего-то строить надо. А снег является хорошим изолятором. Вот в прошлые года мы ночевали при минус 50. Снаружи 50, а внутри получается около 0. Такой хороший изолятор, без всякой без печки, без ничего. Ну, собственным теплом обогреваешь. Объем игл должен соответствовать количеству людей. То есть такое есть. Чем больше народу, тем больше объем. И чем меньше игл. И этим пользуются вот альпинисты. Альпинисты всегда ночуют не в палатках, а в снежных пещерах. Строят пещеры или иглу строят. Вот мы иглу строим, тренируемся. Как видите, накидали сначала снег, потом внутри делаем яму. Яму примерно 2 метра. Я, в общем говоря, изнутри выгребаю снег, вожу на окраину, а ребята трамбуют. Игу – это зимнее жилище канадских эскимосов и представляет собой тип народной архитектуры. Выглядит снежная хижина как куполообразная постройка диаметром от 2 до 4 метров и высотой около 2 метров из уплотненных снежных блоков. Считается, что канадские эскимосы использовали иглу как минимум со второй половины первого тысячелетия до нашей эры.
Ну а в Якутии таким жильем пользуются представители пешего и горного туризма. Зимой в минус 50, чтобы не замерзнуть, люди строят иглу в горах на турмаршруте буквально за 2 часа и используют для организации ночлега. Ведь внутри такого помещения сохраняется человеческое тепло, и можно ночевать зимой в хорошем спальнике без дополнительных обогревательных приборов. Ежегодно на данном учебном полигоне Федерации спортивного туризма России в рамках пешего туризма организовываются учебные мероприятия, в том числе и по строительству иглу. Приглашаются представители пешего туризма, активисты, студенты, школьники с родителями, а также все желающие могут принять участие в данном мероприятии. Строительство иглу проходит в игровой форме. Люди общаются по интересам, веселятся, водят хороводы и танцуют осохой. То есть процесс проходит в форме здорового отдыха на свежем воздухе. Вот мои воспитанники, опытные туристы, можно сказать. Мы ходим не только летом, но и зимой тоже. Учимся любить свою природу. Учимся работать, трудиться, ухаживать за собой. Учимся правильно одеваться, не только летом, но и в морозы. Ну, детям нравится. Мы не только работаем, но и умеем отдыхать. Ходим по горкам. В будущем надеемся пойти на большие горы. Ну и будут самостоятельные люди, любящие свою родину. Дети потом напишут научную работу. Сейчас вот 33 градуса. Как только приближаешься, сразу нагревается. Потом мы измерим температуру наружу, внутри. В прошлом году ночевали с термометрами. Мы ночевали с 13 на 14 января. На улице было ниже 50, 53 что ли. А внутри, когда мы уже поужинали, минус 5. А потом легли спать восьмером. А на утро проснулись минус 12 было, кажется. Видите, какая разница? То есть дети получают навык, да? Ну, вообще, по сути, это навыки выживания, да, как говорят? И помимо этого еще и научную работу пишут. Да. То есть... Да, научную работу напишут. И это для них будет очень хороший жизненный урок. В прошлом году был большой съезд детей, где было предложено самими же детьми организовать какое-то движение, где могли бы и дети, и молодежь вместе общаться. И после этого появилось вот это вот российское движение детей и молодежи, движение первых называется. Что такое первые? Это мы знаем, это пионеры. Да? Вот. В рамках этого движения сейчас по 12 направлениям мы занимаемся воспитанием детей. Одно из направлений – это туризм. В рамках этого мы детей вводим в пешие походы, организуем различные там маршруты, предлагаем школьникам и преподавателям вообще заниматься туризмом. Здесь рядом сопка Чучур-Муран, где мы уже со скалолазным оборудованием тренировки проводили и проводим. Да? Скитуровские, это лыжи, где мы учимся ходить и по горам, и спускаться по ним, да? То есть и по пустой равнине ходить в зимних условиях, в дальние походы именно, да? Когда у тебя грузики по 40, по 30 килограммов. Вот. И, работа здесь нам выносливо всегда проводится. Довольно плодотворное, да, получается, само по себе направление. Детям очень нравится. Они наконец-то отходят от своих гаджетов, компьютеров и сюда с удовольствием могут приходить и вместе с нами Проводить время с пользой. Да, совершенно верно. Здесь находится утрамбованный снег. После того, как он утрамбовался, набрал свою форму, мы вырезаем небольшими кусками. Это получается черновая вырезка. Дальше снег, кубики снега будут корректироваться непосредственно при строительстве самого игла. Снег довольно хорошо режется, да?
Мы решили принять небольшое участие в строительстве иглу. Процесс этот оказывается трудоемкий. Труд разделен на несколько этапов, от заготовки снежных глыб, их нарезки на определенные формы, до складывания снежных кубов в общую конструкцию, представляющую собой снежный домик. Комплекс действий напоминает процесс строительно-монтажных работ. Здесь также укладываются блоки друг на друга и осуществляется фасадная штукатурка, чтобы повысить теплоизоляцию внутреннего помещения. Отличие заключается в размерах и в составляющих компонентах. Ведь единственный материал, используемый для воздвижения иглы, это снег. Необходимо отметить, что конечные кубики снега весят довольно-таки много. Поднять одному человеку такой груз становится очень сложно. Поэтому строительство иглы является групповой работой. От слаженности действий команды в реально тяжелых метеоусловиях зависит жизнь человека. Поэтому здесь, на полигоне, усвоение навыков совместной работы является одним из основных результатов, к которому стремятся участники. Напомню, что этот процесс носит учебно-показательный характер, поэтому время постройки разделено на несколько дней. В условиях прохождения реального туристического маршрута в горах опытные участники пеших экспедиций строят иглу в течение 2-3 часов. Следующим учебным этапом после завершения строительства иглу станет ночевка в зимнее время с измерением температур как внутри иглу, так и снаружи. Но это уже совсем другая история. Мы сделали очень хорошую, интересную остановочку, где туристы строят иглу. Но наш маршрут лежит дальше в сопку, и сейчас мы пойдем туда. Испытано на себе. Будет близко. Вместе весело шагать по просторам, по просторам. Довольно-таки крутой подъем. На улице сейчас почти минус 40. По идее холодно, но когда находишься в движении, в принципе, ну и хорошо одет, в принципе тепло сохраняется, довольно комфортно, можно подниматься. И так как идет большая физическая нагрузка, в принципе даже жарко становится. Ну, пойдемте дальше. Как видите, тропинка здесь уже накатанная. Ой, чуть не упал. Тут даже довольно-таки скользко, и поэтому хорошая обувь. И поэтому иметь хорошую обувь очень актуально. Ну, в моем случае я вот сейчас в валенках, немножко скользко. И я вот иду без трекинговой палочки, про которую вот Сарглана рассказывала. Довольно сложно, да. Если с собой будет палочка, то намного будет эффективней. А сейчас мы попробуем палку сделать хотя бы из дерева. Вот мы вышли из лесного массива и далее поднимаемся на пик сопки. Пойдемте. Так как подъем очень крутой и по прямой подниматься скользко, ну и трудозатратно, мы сейчас будем подниматься по определенной технологии. То есть подъем будет не прямо вверх, а по косой. То есть мы берем неопределенный градус, ну, на возвышенность, и идем по косой вот такими вот шагами. Вообще профессиональные туристы берут с собой трекинговые палки. В нашем случае взята просто палка. И с ней очень удобно подниматься вверх. Вот мы поднялись до конечного пункта нашего маршрута. Это пик Лысой горы. Отсюда открываются прекрасные виды на город Якутск. Ну, немножко здесь отдохнем и пойдем обратно вниз. Пеший маршрут от царства вечной мерзлоты до конечной точки
пика Лысой сопки составляет 3,5 километра по пересеченной местности. При этом полкилометра занимает подъем на саму сопку. Учебный полигон, на котором возводится иглу, является местом отдыха и ночлега туристов как в зимнее, так и в летнее время. В целом, время в пути с остановками на аттрактивных местах занимает по длительности буквально пару часов. Однако здесь существуют и другие турмаршруты, в зависимости от сложности и длины самого пути. Бывают маршруты выходного дня с разным расстоянием, а более продвинутые туристы ходят по маршрутам с ночевкой. Мы сегодня прошли по маршруту для новичков. Добравшись до конечной точки, ощущаешь неповторимое удовольствие и чувство внутренней победы, хоть и небольшой, но очень значимой. Стоя на вершине сопки, можно любоваться природой и одновременно городским пейзажем. И, кстати, на вершине, даже в самые лютые морозы, тумана практически нет. И если погода ясная и отсутствует облачность, то здесь можно духовно погреться на ярких лучах зимнего солнца. При спуске вниз, если идти по тропинке, она скользкая и довольно опасно по ней спускаться. Поэтому я сейчас буду спускаться по целине. Так будет намного устойчивее. Наличие опасного спуска имеет свои плюсы. Мы, как в детстве, весело скатились с горки. Нашли наиболее эффективный способ спуска. Просто вниз скатились. Испытано на себе. К слову о цветных вещах. Во время пешего туризма я вот сейчас одел цветную куртку оранжевого цвета и попробую зайти в лес, лечь на землю, и наш оператор поднимет дрон, попробует найти с дрона человека, находящегося в лесу. Пеший туризм в зимних условиях Якутии имеет ряд опасностей из-за суровых метеоусловий и сильных холодов, достигающих до минус 50 градусов по Цельсию. Но и потом многие маршруты пеших походов, как правило, проводятся на природе, в горах или в лесном массиве. Основная задача туриста – это обеспечение безопасности в пути. Яркая одежда – не только писк моды, но и ориентировка для спасателей. В ходе эксперимента наглядно установлено, что с высоты птичьего полета цветную одежду видно более четко по сравнению с темной тканью. Соответственно, яркий прикид может спасти жизнь человеку. И в пеших турах лучше всего одевать приметную одежду. Так завершился наш пеший тур выходного дня. Мы познакомились с очень интересным, позитивным и, главное, доступным для любого человека видом туризма. Обрели много новых знакомств среди людей с активной жизненной позицией и даже приняли участие в строительстве снежных домиков, называемых иглу, возведение которых носит учебный и научный характер. Узнали много о видах и техниках пешего туризма, также о необходимых мерах безопасности в ходе тура. В целом, время, проведенное на природе вблизи с городом, несомненно носит позитивный и оздоровительный характер. Испытано на себе.